В Тампонском районе проходит единая декада ГТО «Готов к труду и обороне». Это программа физкультурной подготовки во всех организациях страны. В мероприятии принимает участие и стар, и млад. Самому старшему участнику района 69 лет. Репортаж Марии Винокуровой. Первыми в добровольном порядке норматив сдали учителя физкультуры, школьники и студенты. Среди предприятий – налоговая служба, работники горно-геологического техникума. Каждый участник проходит 5 испытаний и одно по выбору. Упражнения на гибкость, бег на 100 метров, подтягивание на перекладине, отжимание от пола, прыжок в длину с места, а также бег на дистанцию 2 километра. У нас на данное время идет апробация. На той неделе уже организации такие прошли, как Ханская средняя школа и гимназия. Гаврилу Слепцову 76 лет. В 60-е годы, будучи учителем физкультуры в селе Тампо, принимал нормативы ГТО не только у школьников, но и взрослого населения. В конце 70-х на первой спартакиаде ГТО в Тампонском районе в возрасте 38 лет занял 2-е место. Ветеран спорта считает, что возвращение ГТО приведет к оздоровлению населения. ГТО, конечно, стимулирует людей, чтобы люди подтянулись к спорту. Дети особенности, когда у них постоянно принимаешь, постоянно настраиваешься. Ну, например, когда я работал, у меня дети всегда готовы были. Члены комиссии по приему норматива ГТО отмечают, что первые показатели тестового режима несколько выше, чем ожидалось. По итогам единой декады ГТО участникам, показавшим лучшие результаты, будут вручены сертификаты. Мария Винокурова, Джолстан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.